сказочно. Сказка превращается в явь. Всевышний открывает такие пласты, то есть где-то, значит, раз, обрыв какой-то организовался, и появились какие-то артефакты. Гехинские камни. Гехинские камни, ребята, это же чудо. Это чудо, которое надо изучать. Что написано? Что это за камни? Я, как художник, еще и еще раз уверяю вас, автор, который нанес эту графику на эти камни, был великим художником, великим астрономом, великим хореографом, как хотите, так называйте. То есть он, пока я вижу трехуровневую запись на этих камнях, чисто каллиграфически я имею в виду, а потом очень хорошо сказал Джабраиль Хаджи в роликах, 3 эпохи отображены: клинопись, арамейская и арабская. А кириллица у нас появилась недавно. И вообще грузинской письменностью мы не пользовались, хотя она существовала, скажем, в 17 веке, может, в 16 веке был. Но мы же не пользовались ей, а почему-то мы пользовались арабской графикой. А некоторые говорят, что она появилась буквально в 17-18 веке. Это неправда. Это неправда. Куда мы тогда деваем Бершех? Существующий Бершех. Куда мы деваем? 16 век. Куда мы деваем в 14 веке, значит, есть, вот, забыл название этой книги, и автора забыл я, где он описывает Мухаммада, чеченца, который вышел на сражение с Тимуром, и Тимур попросил его сделать переговоры, они сделали переговоры, говорят, мы несем ислам, мы вам же ничего, говорит, мы вас не трогаем, мусульман, мы вот этих язычников и крестьян пытаемся привести к религию. Это являлось, как бы, понимаете, Кавказа, хотя это очень трудно давалось, и очень много горцев было против этого. Была большая резня, это в истории все описано. Но тем не менее, чеченцы были мусульмане, нахчи были мусульмане, нахчеване были мусульмане, Ростов под Доном были мусульмане. И выявляются некоторые артефакты, вы, наверное, видели в интернете, шлем Александра Александра Невского. Арабская вязь. А это из Корана. Откуда это появилось? Эти же вещи в музеях лежат. Также и другие артефакты. Получается, Русь была мусульманской. Мы вообще не говорим о государстве Тартарии. Что за Тартария? Это же чисто нахское слово. Я думаю, некоторые лингвисты, мои подписчики, расшифруют его. Пожалуйста, поработайте чуть-чуть над этим. Тартария, это же нахское слово. Хазария тоже нахское слово. Если в корне в истории получается нахское, значит, потомки великой культуры. Мы не кичимся этим. Но мы должны сохранять, изучать и говорить о своем языке. Опять-таки я возвращаюсь к этому ковчегу. Он говорит, ну пусть он говорит так, ну пусть он будет в Арарате. Что тут такого? А ничего такого нет. Ну пусть будет в Арарате. Пусть они покажут тогда ковчег. То, что они говорят. Врут же они. Нечего им показывать. Чисто русские экспедиции в последнее время 3, вот в интернете есть, пожалуйста, послушайте. Нет, говорит, там ничего. Мы-то ладно, а у нас, то, что у нас, наш объект, он очень интересный. Почему вы, допустим, ученые, мужи, хотя бы раз, ну 2 раза, 3 раза не посетили этот объект, не пошупали, не переночевали там, день-два не провели?
чтобы посмотреть, что же это такое. Марат же, Маг же так и говорит: не верьте мне, никому не верьте, придите, посмотрите и скажите, что это такое. Но наш великий археолог, в кавычках, Мамаев-то сказал свое слово, что какие-то бездари перелопатили целое плато, где ничего и нет. Это он про команду Марата говорит. И, естественно, про нас, тех, кто изучает этот объект, и хотим, чтобы этот ковчег был у нас. Даже сегодня я говорю так: если нет, мы сделаем из него ковчег, мы имеем право делать макет Ноева ковчега. Если в других государствах, допустим, сделаны корабли, макеты этого Ноева ковчега, почему мы не имеем права? Вот у меня предложение, я, значит, это сейчас озвучиваю официально некоторым нашим руководителям, дать мне право, а эскизы у меня есть, уже макет есть, вы скоро увидите, построить копию, версию Ноева ковчега на Казиной. Давайте мы это сделаем. И инвестор найдется, и найдутся люди, которые несут свою лепту в это. Лично у меня есть эскиз по этому поводу, мы знаем, как это надо делать. Это будет очень уникальный памятник. Где Министерство туризма? Уважаемые ребята, это же находка для вас. Это некоторые говорят: вы хотите там туристов привлечь там туда-сюда, да туристы сами потекут. Помимо ковчега у нас есть что показать. А почему я имею в виду, другим государствам можно думать о туризме и так далее, а нам нельзя? Да, пусть будут у нас тоже туристы. Мы хотим, чтобы весь мир видел нашу культуру. Хотя мы сегодня слабы в реставрации, там, в некоторых вещах. Но ничего, мы научим детей, учеников. Есть уже ученики, есть уже международный университет, который подключился, дал нам трибуну, не только трибуну, даже возможность набирать учащихся, где сделаны эти специальности по археологии, по реставрации и так далее и тому подобное. Я являюсь советником культуры этого университета. Также советник образования тоже Чеченко. Также советник по Европе тоже наш чеченец Саитов Мухаммад. И так далее, и так далее. Это международный университет профессиональных инноваций города Москва. Пользуясь случаем, я, значит, выставлю свои телефоны. Один уже телефон есть, еще раз повторяюсь: 8 965 953 99 94. Я обращаюсь к молодежи, учащимся школ. После 9 класса добро пожаловать в наш университет. То есть при университете есть колледж. Правда, платное там все. Также те, которые заканчивают 11 классов, добро пожаловать в Международный университет профессиональных инноваций города Москвы. Появятся новые ролики по этому поводу, естественно, на моем канале, на канале Асланбека, и вообще и на других каналах появятся ролики по этому поводу. Это я просто пользуюсь случаем, поздравляя вас, значит, и всех нас с Днем чеченского языка. Вот преподношу вот такое новое явление для нас, которое сделало Международный университет города Москвы. Они не только нам дали трибуну, они дали нам возможность открыть свои профессиональные профессии, которые нам очень необходимы. То есть мы будем готовить реставраторов, мы будем готовить археологов, мы будем изучать и
обучать прикладному искусству не только нахов, народов Кавказа, мировой культуры. И сравнивая в этом, значит, легче будет найти нахское. Также я, значит, предложил им курс по лингвистике. Я думаю, они тоже пойдут навстречу. Потенциал есть к чему учиться. Так что вы там наберите в интернете МУПИ, и вы найдете, что это за университет. А свой телефон я вам выставил, и все студенты, которые пойдут, значит, через меня, они мне, значит, сделали льготу Северному Кавказу. А по Российской Федерации одна цена, а у нас, нам они сделали льготу. Так что запомните этот телефон, звоните днем и ночью, в любое время. Это относится не только к Северному Кавказу, и зарубежье, пожалуйста, уважаемые наши ногчи, добро пожаловать в Международный университет МУПИ. Ну и, естественно, завершая сегодняшний ролик, я еще раз хочу поблагодарить свое правительство во главе с Рамзаном Ахмадовичем. Делрис Хельшун дал Сиду Эльшу Хардедарна О Нохчи Мет Гайрбарна Нохчи Мет Шодарна Дала Оди Душан Дал Муа Ашлилу Чумандя Дал Иманч Сауду Гирве Мосвон Дала Мукшул Лойлове Делрис Хельшун Аждинок Дол Датса دنيا يقرأ حول شقة док تعدل док شو عدل ديريس. Большое вам спасибо. Я думаю, за ваши труды все сочтется, и Всевышний наградит вас своей наградой. Иншаллах Рахман. Адикивершу. До свидания, уважаемые подписчики.